Добрый день, это программа «Акцент», и в гостях у нас Владимир Михайлович Прокопьев, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Сегодня мы разговариваем на актуальную тему «Экологическая обстановка бассейна реки Марха». В бассейне реки Марха ведут свою деятельность 3 крупных горно-обогатительных комбината. В течение полувека здесь добывается более 80% алмаза нашей республики. Но при этом имеются серьезные экологические проблемы. Какие это проблемы? Как их разрешить? Об этом наш сегодняшний разговор. Владимир Михайлович Прокопьев окончил Сибирскую государственную геодезическую академию в городе Новосибирске по специальности городской кадастр с квалификацией инженер. Занимает должность председателя Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Заслуженный землеустроитель Якутии. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. В разные годы бассейн реки Марха подвергался различному техногенному воздействию. Расскажите коротко об этом. Начиная с момента освоения космического пространства на территории Нюрбинского улуса, в бассейне реки Марха, падали остатки вторых ступеней ракет-носителей с использованием в качестве топлива несимметричный диметилгидрозин, так называемый гептил. Имелись, хотя и не подтвержденные данные о том, что было несколько нештатных ситуаций при падении этих остатков. Вот этот участок использовался как полигон в течение нескольких десятилетий. Кроме того, в середине 70-х годов были произведены 2 подземных ядерных взрывов на верховьях реки Марха. К сожалению, оба нештатными ситуациями, то есть выбросами на поверхность некоторых веществ. Вот. Это второй момент. Третий момент, на верховьях, как вы уже сказали, Мархи действуют 3 крупнейших горнодобывающих предприятия, горнодобывающих комбинатов. Это Айхальский, Удачнинский и Накынский. Вот все это в совокупности нанесло определенный техногенный удар по этой системе. Вот, и нанесло, конечно же, ущерб здоровью населения этого бассейна. В местах, где были произведены подземные ядерные взрывы, проведены очень серьезные работы, вложены большие средства с тем, чтобы закрыть саркофагом и закрыть доступ к выходу радиоактивных элементов. Владимир Михайлович, в 90-е годы общественный комитет «Вилюй», общественники экологи, о которых вы упомянули, да, они проводили исследования здоровья населения, которое проживает в бассейне реки Марха. Естественно, вот эти страшные последствия, о которых вы говорите, да, что иммиграция долгоживущих радионуклидов в речных системах Мархи, да, они, конечно, не могли не повлиять на состояние здоровья населения. И вот проводились обследования на предмет зобной эндемии. И на самом деле, конечно, были итоги неутешительные по заболеваемости именно населения, которое живет на реке Марха. Будут ли эти работы продолжены, и исследования будут продолжены, и какие-то реабилитационные мероприятия именно такого характера? Действительно, по настоянию общественности, наших экологов, и по решению правительства Республики Саха-Якутия в 1993 году были организованы и проведены первые достаточно комплексные медико-экологические обследования, которые выявили вот эти негативные последствия, негативное воздействие на состояние здоровья населения. Подобные обследования проводились и в конце 90-х годов. Затем они возобновились в конце 2000-х, в частности, в 2009-2010 годах. И результаты, конечно же, от первых обследований были достаточно неутешительными. Последние обследования, конечно, не в полном объеме, может быть, охватывали полностью
все аспекты, не, может быть, проведены были не в полном объеме и не в тех параметрах, которых хотелось бы, из-за отсутствия определенных финансовых ресурсов и так далее. Но, тем не менее, как раз мы в своих рекомендациях пишем о необходимости проведения очень серьезных медико-экологических обследований населения, проживающего в бассейне реки Марха. Что касается вопросов, может быть, предваряя вопросов финансирования, мы тоже указываем, что есть определенные средства, которые отчисляет акционерная компания «Алроса» бюджет Республики Саха-Якутия по действующему соглашению, и мы предлагаем определить источником эти средства. А на сегодняшний день эти средства, они как используются и на что? В основном Выделяются ли они на исследование здоровья населения? Эти средства направляются, еще раз повторяюсь, в бюджет Республики Саха-Якутия, и в соответствии с законом о бюджете они расходуются для нужд и как жителей Вилюйского региона, так и в целом республики. Но мы надеемся, что наши рекомендации будут исполнены. И подобные обследования должны начаться, если не в этом году, то в следующем году обязательно должны быть они проведены. А какие вообще реабилитационные мероприятия по бассейну реки Марха должны вестись, на ваш взгляд? Прежде всего, реабилитация мест, где были произведены подземные ядерные взрывы. Полностью, работа по установке и оборудованию саркофага, эта работа проведена. Но, насколько я знаю, осталось там завершение работ. Сегодня наше Министерство охраны природы проводит очень серьезные мониторинговые работы, тем более в самой Нюрбе имеется специальная лаборатория, которая отвечает всем требованиям, аккредитованная в российских соответствующих институтах. Так что, еще раз повторяюсь, определенная работа проведена, но мы все равно считаем, что эти работы должны быть продолжены, в том числе и по реконструкции существующих очистных сооружений, по строительству новых очистных, чтобы в речную систему не выбрасывались отходы как производства, так и бытовые отходы. Владимир Михайлович, вы как бывший глава Нюрбинского района и как депутат, конечно, знаете о том, что одна из самых главных проблем — это водочистные сооружения на реке. Да? Что говорить о реке Марха, если и Вилюй, сидим, мы пьем грязную воду. Вообще разговоры об этом, о строительстве водочистного сооружения, на какой они стадии, будет ли вообще строиться? Еще в 2010 году обратились в Министерство охраны природы, чтобы они оказали нам содействие в установке соответствующих водочистных сооружений в населенных пунктах бассейна реки Марха. И по нашей просьбе министерство обратилось в компанию «Алроса». Было заключено в 2011 году соответствующее соглашение, и на основании этого соглашения компания «Алроса» выделила финансовые ресурсы, и на них были приобретены водочистные сооружения для 7 населенных пунктов. Они сегодня установлены. В селе Малыкай, Малджигар, Чукар, Эгальджа, Киров, Жархан и Мар. В этих населенных пунктах, отвечающие всем необходимым требованиям. Но они пока не эксплуатируются в связи с тем, что пока еще не решены вопросы, связанные с эксплуатацией, субсидированием
части расходов, поскольку, значит, это дело достаточно затратное. А таких средств, значит, пока у муниципальных поселений нет. Поэтому мы в своих рекомендациях тоже обозначили данную проблематику и обратились и в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и природных ресурсов, в адрес администрации районных поселков, чтобы они совместно выработали определенное решение для эффективной эксплуатации данных водочистных сооружений. Так это же вдвойне обиднее. Сооружение привезено, стоит, практически установлено, а мы не можем пить чистую воду. Ну, вот кто вообще должен эту проблему разрешить? Ну, все-таки, конечно, это полномочия муниципальных поселений, но, еще раз повторяю, у них таких финансовых ресурсов на сегодня нет. Бюджет у них абсолютно небольшой, поэтому тут им нужна, конечно же, помощь, поскольку себестоимость на очистке воды достаточно высокая, с учетом стоимости электроэнергии, подвоза воды, обогрева емкостей и этих станций водоочистки, значит, расходы на расходные материалы, как бы это ни звучало, да, вот, они постоянно должны меняться, вот эти кассеты по очистке фильтра и так далее, и так далее. Ну и эти станции кто-то должен обслуживать. Вот все это выливается на определенную сумму. Ну, я сейчас не скажу в цифрах, в каждом населенном пункте эти цифры разные, в зависимости от определенных условий. Но мы надеемся, что все-таки решение будет найдено. Ну и наше население, вот, проживающее в бассейне реки Марха, оно будет пить вот эту воду. Но понятие бассейна реки Марха, оно немного шире, чем мы сегодня видим, как населенный пункт, который расположен только вдоль реки Марха. Вот, там в этот бассейн входит существенно больше населенных пунктов, поскольку те реки боковые, которые впадают в реку Марха, они входят в число, в состав бассейна реки Марха. Владимир Михайлович, вот вы провели парламентские слушания выездные в Нюрбе. На ваш взгляд, насколько сегодня люди сами активные, общественники, они как остро эту тему поднимают проблемы? Население Нюрбинского района, ну, в целом и жители Вилюйского района очень хорошо осознают вот ту ситуацию, в которой они сегодня находятся, понимают, знают. Но я бы сказал, в экологическом плане они очень хорошо просвещены. Вот это видно из тех выступлений, из тех вопросов, которые задавали наши жители. Вот, допустим, наш аксакал, уважаемый нами Николай Николаевич Мартынов, очень хорошо, обоснованно, значит, с таким знанием, с таким владением материала выступил на этих парламентских слушаниях. Вот таких выступлений было достаточно много. Спасибо, Владимир Михайлович, за интересную беседу. Это была программа «Акцент». Спасибо, что были с нами.